целом, с наступлением этого года изменения коснулись многих сфер жизни россиян. В том числе поменялись размеры социальных выплат. В связи с этим возросло количество обращений в управление соцзащиты Якутска. Основной вопрос – какие льготы остались и что поменялось. В вопросе разбиралась Саргалана Захарова. С наступлением Нового года проиндексировали размеры социальных выплат отдельным категориям граждан. Размер индексации составил 5,5%. Так, с 2015 года республиканский материнский капитал на третьего ребенка составил 125 тысяч рублей. Единовременное пособие на рождение ребенка – 20 296 рублей. Что касается ежемесячных выплат неработающим гражданам, теперь его размер составляет 3805 рублей на первого ребенка и 7611 рублей на второго. Также ежемесячное пособие на детей от 0 до 3 лет составит 521 рубль, от 3 до 6 лет 565, от 6 до 16 лет 680 рублей. Единовременное пособие для беременных жен молодых людей, несущих службу в армии, возрос до 32 142 рублей, а ежемесячное пособие на ребенка до 13 775 рублей. Помимо этого, изменения коснулись и стоимости социальных проездных карт. Она выросла на 20 рублей, но, как объяснили в управлении соцзащиты города, столичным льготникам предоставляется возможность их безлимитного использования. По единому социальному проездному билету и по социальной карте стоимость составляет, берется расчет 16 рублей. Эта сумма у нас с 2014 года. И мы предоставляем неограниченное количество поездок нашим льготникам. Но, конечно, мы отслеживаем транспортная карта, социальная карта, дает нам возможность отследить, буквально пофамильно, какой наш ветеран труда, сколько раз ездил. Есть, конечно, некоторые у нас работающие ветераны труда, которые ездят достаточно часто, много. Как отмечают работники управления, количество обращений возрастает после новогодних праздников. Люди приходят для переоформления выплат, а также за разъяснениями об изменениях. Я не знаю, что там за изменения, что за изменения. А до Нового года я всем довольная. Сберкнижки почему отменили, а я этим картами пользоваться не умею. Желательно, чтобы вообще пожилым людям выплачивали пособие побольше. В сфере жилищно-коммунальных услуг изменений по льготам пока нет, но они ожидаются в июле этого года. Размер их индексации будет зависеть от размеров расходов на коммунальные услуги по России в целом. Саргалана Захарова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.